Накануне вечером в пригородном селе Маган городская администрация отчиталась о своей работе в 2006 году. Вот неожиданно лично для меня на этой встрече вновь всплыла тема статуса этого села. Причем, я бы даже сказал, в такой извращенной форме, когда в противоборство двух администраций вовлечены уже, оказывается, десятки жителей этого села. Но вначале о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Президент Штыров накануне своим указом назначил Михаила Николаева представителем органов государственной исполнительной власти Якутии в Совете Федерации. Всего представителей от нашей республики в Верхней Палате двое. Есть еще представитель от Госсобрания. Ну ведь и таким образом, по сути дела, отпали слухи сами собой о том, что якобы существует какой-то конфликт между Николаевым и Штыровым, и в результате этого конфликта Николаев мог бы лишиться вот этого своего почетного поста. А ведь и в самом деле выпады против Николаева были более чем солидными. Помнится, коммунисты особенно были недовольны. Ну да, действительно это такое было, но хотя мне, например, рискну предположить, что эти выпады, они, собственно говоря, ничего серьезного за собой это не имели. Вот даже если бы мы все вместе взятые были против того, чтобы Николаев представлял республику в Совете Федерации, от нашего мнения бы, мне кажется, ничего бы и не зависело. Дело в том, что он ведь не просто сенатор, он заместитель председателя палаты, а это уже номенклатура Путина. А тем временем президент Штыров во вторник провел консультации с фракциями партий, представленных в Элтумене. Основным был вопрос о кандидатах на посты премьера и 10 членах правительства. Всего фракций в парламенте 5. Напомним, что очередное пленарное заседание Элтумена откроется в среду. Пока только известно о том, что Штыров предложил на пост председателя правительства Егора Борисова и в то же время явно не собирается назначать вице-премьером Дмитрия Наумова, отставка которого уже, собственно говоря, состоялась, мы уже об этом и рассказывали. А что касается кандидатов на 10 министерских портфелей, то их будущее станет очевидным менее чем через сутки. Да, скорее всего, и кроме того, ведь еще остаются вакантными 8 постов министров и госкомитетов, председателей госкомитетов, которые депутаты должны будут уже самостоятельно назначать. И еще один кадровый вопрос. В компании «Саха-Телеком» сменился генеральный директор. Прежний руководитель Николай Николаев уступил свое кресло Александру Борисову, теперь уже бывшему руководителю Якутского технического центра телевидения и радиовещания. Смена руководителя никак не комментируется собственниками компании, правительством Якутии и Связь Инвест. Не исключено, что вот эта смена руководства связана не только с желанием новых собственников поставить во главе компании более молодого человека, но и возможным сменой курса самого Саха-Телекома. Ну да, ведь прежняя команда была ориентирована на географическое расширение и техническое перевооружение компании. Дирекция международных спортивных игр совместно с другими ведомствами завершила согласование положения о проведении игр. Определено, что 4-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 3 по 14 июля 2008 года в Якутске, Мирном и Нерюнгри. Ожидается, что в 18 видах программы игр примут участие 3000 юных спортсменов из стран зарубежья и регионов Российской Федерации. Напомню, что в третьих играх было представлено 17 видов спорта. В новых играх добавлена стрельба из лука. Итак, накануне вечером в Магане прошел отчет городской администрации о своей работе в 2006 году. Повторюсь, что неожиданно для меня лично на этой встрече вновь всплыла тема статуса села Маган. Напомню, что с 1 января 2006 года здесь ликвидировано упразднено муниципальное образование, и Маган стал частью города Якутска, стал селом в составе нашего города. Так вот, неожиданно всплыла вновь тема статуса села, причем я вот уже сказал, в такой извращенной форме, когда в противоборство, в общем-то, чиновников, напрямую, давайте говорить, все называть своими словами, были втянуты десятки жителей. В данном случае я имею в виду работников бюджетной сферы. Как оказалось, многие из них отказываются получать зарплату. Может быть, не без участия администрации социальных учреждений этого села. Деньги, которые выплачивает в данном случае, уже получается как бы городская администрация из своего бюджета. Прежде всего, речь, конечно же, идет, конечно же, это я говорю не случайно, идет об учителях средней школы Магана. В принципе, получилось так, что ни штатного расписания, ни тарификации, ни табеля учета, ничего нам не представляется. Ссылается на том, что Евтушенко запретила. Хотя запретила представить нам какие-то данные. И запретила именно вообще в какие-то отношения с нами входить. То есть она по-прежнему ими руководит? Она может быть,
письменно она каким-то образом, может быть, их она удостоверяет, что вот именно свое руководство, или же устно. Но в то же время я говорю, Подождите, что... я правильно вас понял, что они у вас не получают зарплату? Нет. Они у нас Персонал. получили, во-первых, аванс. Так. Мы все-таки Это за организовали... какой месяц? За январь. За первую Так. половину января у нас получил детский сад, спортзал, подростковый клуб, культура, дом культуры получил. Школа у нас, значит, мы сделали даже организованный выезд. Туда выехал кассир с полностью, значит, с ведомостью, с деньгами. 5 работников технических, которые действительно нормально, вообще адекватно относятся к нам, они сразу получили этот аванс. И 2 преподавателя. А в то же время Музабаева запретила, вот, она вышла и сказала, что это все А незаконно. Музарбаева это кто? Это директор школы. Что это незаконно, вы представьте мне документы, были все представлены документы, вплоть до поставления правительства и распоряжения. Минуту, подождите. То есть коллектив отказался получать зарплату? Ну, так и получается, да. Да. А с какой мотивировкой? На основании чего С тем, что именно это типа идет незаконная выплата. Постановление Как правительства. незаконная выплата? Ну вот так. То есть они работают, но получать они не должны зарплату? Но считает, что мы все представили Евтушенко, и Евтушенко нам оплатит. Теперь, То есть у вас мы не будем получать у Евтушенко? да, но потом Но вроде у бы... Евтушенко же нет бюджета. Но финансирование, да, с 1 января по закону о А бюджете. тогда откуда нам заплатить? Ну, там, наверное, какие-то разговоры идут, поэтому, когда уже мы в следующий этап начали с ними уже, с Галиной Егоровной разговаривать, она, значит, уже не согласна была с тем, что в ведомости у нас было написано, что мы написали общеобразовательная средняя школа села Маган, так, городского округа Якутск. Вот это не нравится аббревиатура сама. Значит, Это вы с теперь, директором разговариваете? это я уже лично сама разговариваю по телефону. Она говорит, если вот вы исправите ведомость, напишите общеобразовательная средняя школа МО село Маган, мы тогда, в принципе, значит, типа, будем А им получать. какая разница? Ну, тут, наверное, просто есть, наверное, какая-то разница. Потому что мы говорим о том, что муниципальное образование, как бы на сегодня село Маган, оно упразднено. Но самого порядка упразднения. Опять же, мы с ней полемизируем, говорит, что порядок упразднения будет касаться именно имущества, руководства. Подождите. А школа-то будет оставаться. Я чего не могу понять. То есть, вот когда у вас идут разборки, скажем, грубо говоря, да, вот между вашей администрацией и прежней администрацией, упраздненной уже, так? Это как бы понятно. Но при чем тут зарплата учителей? То есть почему учителя-то отказываются получать зарплату? Я вот этого не понимаю. Ну, наверное... Им-то какая разница? Но им же все равно... Или вы, может быть, меньше платите? Начислили? Нет. Но я думаю, что все-таки люди-то начинают все-таки понимать ту ситуацию, что на сегодня уже финансы сидят как бы в городском округе, они финансируются через наш лицевой счет администрации села Маган городского округа. Поэтому, в принципе, мы, я думаю, договоримся и будем нормально работать. Я, в общем-то, могу понять прежнюю главу администрации Валентину Евтушенко, она все-таки бьется за свою должность, и, может быть, это цинично прозвучит, но это на самом деле так. Чем хуже в селе обстоят дела, чем хуже его жителям, тем лучше ей. В этом случае сразу резонно возникает вопрос, ну куда вы, мол, без меня? В конце концов, я могу понять и директора школы, она за несколько лет уже все-таки привыкла, что управляет ею, руководит ею именно Евтушенко, а не столичные городские власти. И к тому же, наверняка, может быть, она опасается того, что вдруг Евтушенко вновь вернется во власть, а она как бы окажется ей в данном случае, в данном качестве неугодной. Но при чем здесь зарплата учителей? Вот хоть убейте, я не могу этого понять. Я понимаю, что сельская интеллигенция не та нынче, о которой в свое время лестно отзывались и Чехов, и Толстой, но все-таки согласитесь, нельзя же до такой степени опускаться, чтобы чиновники стали помыкать десятками людей с высшим образованием, которые несут образование, воспитание детям, которые приходят к ним ежедневно в классы. Ну, а тем временем новая администрация во все колокола бьет тревогу по другому совершенно поводу, по поводу воды. В Магане вода поступает из скважины. Так вот, в последнее время явно обозначился дефицит дебита, который эта скважина может дать. Дело дошло до того, что воду стали теперь завозить в это село из Якутска. Это проблема, которая копилась годами. И когда даже эти скважины, они пробуривались 25 лет тому назад, те же ученые говорили о том, что через 25 лет возникнет вот именно та же проблема, в том смысле, что не будет в этом горизонте того дебита воды, который будет необходим для Магана. Сейчас стоит вопрос вообще расконсервирования старой скважины Я-46, которая была законсервирована длительное время лет тому назад.
И в то же время для того, чтобы расконсервировать, опять нужны деньги. И поэтому мы ставили этот вопрос и прошли в программу реформирования, целевую программу реформирования ЖКХ. И там, значит, у нас защищенная сумма где-то 600 тысяч. Но в то же время перед городом опять стоит вопрос о том, что 600 тысяч это только лишь начальные работы, да, для того, чтобы гидрологическое заключение сделать, или чтобы именно дать заключение о том, что есть ли в этом слое действительно тот дебит воды, который нам достаточен будет. Вот, и, значит, у нас есть заверение руководства города о том, что нам добавят сумму, где-то в пределах 1,5 миллиона, но это будет софинансирование долевой части вместе с ГУПом ЖКХ, потому что на сегодня скважина эта Я-46, она как бы бесхозная. Опять же, вот именно стоит вопрос о том, чтобы ее поставить на баланс или нам, или же сразу ГУПу ЖКХ. Поэтому вот эти вот все имущественные отношения, конечно, очень сложные, но в то же время их надо как можно быстрее будировать и быстро решать. В течение года решить эту проблему? Нет, мы думаем, что мы в марте решим, что мы расконсервируем старую скважину. У Магана, как и у других пригородов Якутска, очень много проблем. Я бы назвал их житейскими. И, в общем-то, это понятно. Но только в Магане все вот эти житейские проблемы усугубляются еще и явно политизированной, не имеющей отношения никакого к населению проблемой статуса этого села. И она, как видите, продолжается, несмотря на многочисленные решения судов различной инстанции и вообще как бы комментарии специалистов. Живет эта проблема. Для кого, для чего, но явно не для жителей. Вот так вот и живем. На сегодня все. До свидания.